В эфире информационный выпуск Амшевшара. Здравствуйте. Президент Аслан Быжаня подписал указ о временно исполняющем обязанности премьер-министра Республики Абхазия. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на вице-премьера, министра финансов Владимира Делба. Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции рекомендует продлить ограничительные меры до 15 февраля. К такому выводу пришли члены Координационного штаба по итогам обсуждения санэпидемситуации в республике. Заседание штаба вел временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба. Решение о продлении ограничительных или введении дополнительных мер принимается распоряжением президента страны. Между тем, Минздрав и СЭС предложили ужесточить меры в первую очередь в отношении объектов общественного питания. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик отметила, что заболеваемость растет во всех районах. Зарегистрировано 13 случаев заболевания детей. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в Абхазии болеет более 2000 жителей республики, из которых около 400 человек средней степени тяжести. В Гудаутском ковид-центре лечения проходит 50 человек. О решении, принятом на заседании Координационного штаба, журналистам сообщила Людмила Скорик. Мы собрались для того, чтобы рекомендовать президенту Республики Абхазия продлить все те меры, которые были озвучены в прошлом распоряжении, в связи с тем, что в Республике Абхазия последние 6 дней эпидемиологическая характеристика по заболеваемости становится неблагоприятной. Наблюдается стабильный рост заболевших. То есть цифры ежедневные дают нам информацию, что в эпидпроцесс включаются не только пожилые люди, но уже и молодые, и задействованы дети. Скорее всего, эти новогодние праздники и те мероприятия, которые предшествовали новогодним праздникам, которые проводились в объектах общественного питания, и дали соответствующую картину. Только для того, чтобы не усугубилась ситуация и чтобы наши пациенты получали адекватную медицинскую помощь, а медицинского персонала в Республике Абхазия становится меньше, скажем так. До новогодних праздников помогали еще российские коллеги. В настоящий период времени они выехали, и нам приходится справляться собственными силами. Естественно, наши медики довольно-таки измотаны, работают с очень сильной нагрузкой. Они дежурили и в выходные, и в праздничные дни. Естественно, смены практически у них нету. Почему? Потому что в настоящий период времени задействованы все лечебные учреждения, центральные районные больницы всех регионов республики, потому что заболеваемость растет и по всем территориям. Нельзя выделить какой-то один регион, например, город Сухум. Конечно, город Сухум впереди всех, но заболеваемость регистрируется во всех территориях. Вот, в эпид-процесс, как я уже сказала, включились дети. Так, например, за сутки заболеваемость зарегистрирована среди 12 человек детей. Вот, это из 169. Это я привожу вам данные последнего тестирования, которые проведены в лаборатории Республиканской санитарно-бактериологической. У нас увеличился объем обращаемости в лечебные учреждения. Так, пациенты с симптоматикой, уже довольно-таки сильной и мощной, обращаются за тестированием. И вот идет, скажем так, стабильный рост выявляемости. Если раньше у нас было, например, 10-15% от обратившихся в лечебное учреждение, то сейчас до 30% именно
с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поэтому мы в настоящий период времени были вынуждены рекомендовать президенту оставить все те ограничительные мероприятия, которые существовали в республике до этого момента, и некоторые пункты ужесточить. Так, например, эти меры коснутся, скорее всего, объектов общественного питания, которые, скажем, халатно отнеслись к нашим рекомендациям, к нашим предостережениям о том, что в Республике Абхазия, если мы и дальше продолжим работать в том же режиме, то есть не исполнять тех требований, указанных в распоряжении, то вынуждены будем даже объявить локдаун. Наши жители должны получать своевременную медицинскую помощь. А когда количество обращающих в лечебные учреждения становится много, то собственными силами Республика Абхазия, естественно, справиться уже не сможет. Значит, ограничительные мероприятия мы продлили до 15 февраля. Но мы рекомендовали, конечно, президенту, какие условия и какой временной промежуток примет он. Это его прерогатива. Вот, до 15 февраля в том же объеме. То, что касается общественного питания, то закрыть и оставить только те объекты, которые имеют возможность готовить продукцию свою для доставки по заказам. Вот в таком плане. Еще ограничительные мероприятия ужесточены по общественному транспорту. Это будет касаться маршрутных такси, то есть перевозчик обязан перевозить только граждан в лицевых масках. Плюс лицевые маски или щитки – это уже не рекомендательный носит характер, а обязательный. Были рекомендованы президенту и, естественно, соответственно исполнителям ограничить работу вещевых и центральных продуктовых рынков, но это по графику, согласованным с администрациями городов и районов, для того, чтобы было время на обработку, на дезинфекцию и так далее. Почему? Потому что то количество посетителей этих мест, вы видели, в предпраздничные дни просто зашкаливало. Поэтому такие меры, естественно, тоже были рекомендованы. Плюс, естественно, ставился вопрос министром просвещения и языковой политики об открытии начальной школы и детских садов, то есть дошкольного образования. Да, когда у нас в декабре месяце регистрировалось снижение заболеваемости, заболеваемость была в контролируемом русле, мы уже даже предпринимали шаги к тому, чтобы открыть некоторые заведения, во всяком случае выборочно ставить вопрос, если это учреждение готово к работе вот в этот период, то, соответственно, проводить проверки, инспектировать и готовить их к открытию. Однако же на сегодняшний период времени, вот сейчас по этой ситуации, говорить об этом рано. Мы оговаривали точно так же вопросы. То есть Министерство просвещения и языковой политики будет готовить все те требования, которые мы им прописывали в летний период. Естественно, будут проводиться контрольные проверочки, естественно, будут посещаться, смотреться и так далее. Довольно-таки ситуация усугубилась только проведением праздничных мероприятий. Почему? Потому что это была скученность, это были праздники, проведенные не на улице, а именно в помещениях. И поэтому, конечно, это дало свой толчок такой для
того, что это нельзя сделать прямо с сегодняшнего дня. В первые дни Нового года пожары, охватившие республику, вызвали сильное беспокойство в нашем обществе. Как говорят экологи, лесные пожары имеют негативные последствия для природы Абхазии. Бушующий огонь тушили пожарные подразделения МЧС республики. Какая задача стояла перед спасателями? С этим вопросом мы обратились к министру Льву Квицинию. Наша задача была заключалась в том, чтобы чтобы сохранить население, жилые дома, жилые сектора, там, пансионатов, домов. Угрозы такового сильного такого, чтобы поднимать авиации России, не было. Прошло разная информация, СМИ работала по-своему, каждый в этом, наверное, защищал какие-то свои интересы, там про топливо и так далее. Некоторые, к великому сожалению, керосин с солярой путают, и стратегического значения продукции, которая поступает в Абхазию. Мы застраховались во всех отношениях, чтобы огонь не распространился, чтобы население не пострадало. Расширенный репортаж о работе МЧС во время пожаров смотрите в нашем выпуске 12 января. Несколько дней МЧС Абхазии пытались достать машину, упавшую в озеро Рица. В результате ДТП 8 января. Подводные работы велись на глубине 12 метров. 8 января подразделения горно-спасательного отряда Центра «Пламя» МЧС Абхазии, передислоцировавшиеся на озеро Рица для подготовки к плановым учениям, стали свидетелями трагического происшествия. В районе 17 часов автомобиль Honda CR-V сорвался с автотрассы, ведущей на дачу Сталина, и упал в озеро Рица. В автомобиле находились 4 человека. Мы сразу подбежали и по прибытию увидели, что один человек в воде, но он был живой. Его как бы вытащили, девочки были наверху уже, они от страха поднялись вверх. И не задумывая, я как бы постарался, попытался, не знал, получится у меня это или нет, но прыгнул в воду, действительно у меня это не получилось, потому что вода была очень холодная. Я попытался, поплыл, метр максимум я ушел под воду, но до машины мутная вода была. Сами видите, вода, природные условия, снег лежит холодно. Не смог я опуститься на глубину этой машины. Машина находилась на уровне 4-5 метров. Температура воды в озере не превышает 4 градусов. Находившиеся недалеко от места ЧП водолазы ГИМС МЧС Абхазии извлекли тело погибшего жителя Гудаутского района из автомобиля. На спецтранспорте медицинского управления МЧС Республики тело было транспортировано, а затем передано родственникам погибшего. 10 января в течение 2,5 часов спасатели, имеющиеся в наличии техникой, пытались извлечь затонувший автомобиль из воды. Подводные работы велись на глубине 12 метров. Водолазы работали 2,5 часа, уже дальше невозможно, просто они не выдерживают. И по регламенту не положено, поэтому мы переносим эту операцию уже на завтрашний день. С утра 11 января спасатели возобновили работы на берегу озера Рица, подтянув к месту происшествия дополнительное спецоборудование. По последним данным, спасателям удалось достать автомобиль из озера Рица. С 9 января руководство МВД ввело абсолютный запрет на передвижение аварийно опасного транспорта в направлении Рицинского реликтового национального парка. Данная мера необходима в зимний период для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья граждан и гостей Абхазии.
С 9 января текущего года руководством МВД введен абсолютный запрет на передвижение аварийно-опасного транспорта в направлении Ритинского реликтового национального парка. Данная мера необходима в зимний период для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья наших граждан и гостей Абхазии. Контроль въезжающего транспорта установлен на КПП РИЦа отделом внутренних дел по Гудаутскому району. Далее движение автомобилей с необорудованными колесами недопустимо. Сотрудники госавтоинспекции весь въезжающий транспорт тестируют приборами для измерения глубины протектора шины. Процедура делается с целью обеспечить безопасное передвижение в горной заснеженной местности. В связи с интенсивным снегом и гололедом, прогнозируемых на Ритинском ущелье, в выходные дни УГАИ и Министерство внутренних дел призывает водителей передвигаться соответствующими для зимнего периода шинами на исправном автотранспорте и подчиняться введенным на автомобильных дорогах режимам. Шины – единственная часть автомобиля, непосредственно контактирующая с дорогой. Но, как показывает проверка, не все водители уделяют их состоянию должного внимания. Автомобилисты Абхазии и многочисленные гости республики зачастую используют транспортные средства с нарушением рекомендуемых норм техники безопасности. Транспорт с такими протекторами не пропускают. Ограничения действуют с 9 января 2021 года до специального распоряжения. Следственное управление МВД Республики Абхазия завершило расследование по уголовному делу в отношении Адзенба Аслана Умаровича, 1975 года рождения, обвиняемого в совершении преступления против общественной безопасности, сообщает пресс-служба МВД. Речь идет о незаконном приобретении и хранении боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Согласно материалам уголовного дела, Аслан Адзенба в августе 2008 года на территории села Мрамба Гулрыбского района незаконно приобрел боеприпасы, которые на грузовых автомобилях были перевезены на территорию вверенного ему предприятия «Каскад-М». Следствие также установило, что незаконно приобретенные боеприпасы в мае 2020 года были перевезены на арендуемую тем же предприятием территорию по адресу улицу Героев Пограничников, 17 в Сухуми, где незаконно хранились вплоть до 24 июля того же года. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при силовой поддержке СОБР МВД 24 июля при обследовании участка ведомственной территории обнаружили схрон боеприпасов и изъяли патроны различного калибра в количестве 2 637 420 единиц. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Адзенба с утвержденным Генеральной прокуратурой обвинительным заключением передано в суд города Сухум для рассмотрения по существу. Санкция настоящей статьи по вменяемому преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. С 11 января консульский отдел посольства Российской Федерации в Абхазии не будет вести прием граждан в связи с введением карантина. Об этом сообщается на официальном сайте посольства России в Абхазии. Ранее, как сообщалось там же, с 1 января 2021 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации, которым вносятся изменения в ставки консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий. С 1 января 2021 года консульский сбор будет взиматься за определение наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации. В связи с введенным карантином с 11 января 2021 года телефон горячей линии по консульским вопросам будет доступен для звонков в период с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Также свои вопросы можно прислать на электронную почту консульского отдела. Номер телефона и электронный адрес на вашем экране. В некоторых районах столицы в последние дни по несколько часов нет воды. Что стало причиной отключения водоснабжения на этот раз? Со специалистами пообщались наши корреспонденты. Репортаж С. Мугуладзе. За перебойную подачу воды в Сухуми отвечают несколько головных насосных станций. 2 расположены на реке Гумиста и 3 в районе Киласура. Через скважины вода поступает в одну из них, а затем распределяется по районам столицы. При длительной засушливой погоде объемы воды снижаются. Мы находимся на территории подкачивающей насосной станции, вакуумная подкачивающая насосной станции номер 2. На этой территории находится 8
колодцев глубиной около 8 метров. И вакуумом выкачивается эта вода из-под земли, поступает вот тот сборный колодец, который сзади нас находится. Оттуда уже насосами перекачивается на насосную станцию, и потом насосами второго подъема подается в город. Как бы это парадоксально на сегодняшний день это не звучало, но в этом сборном колодце нет воды. С весны хороших больших дождей в Абхазии не было. Кроме того, работа насосных станций и оборудования напрямую зависит от подачи электроэнергии. При перепадах электричества и падении напряжения насосы выходят из строя. Вторая насосная станция, она по инвестпрограмме позапрошлом году была запущена. Здесь очень чувствительное оборудование. То есть малейшее колебание электроэнергии или малейшая нехватка этой электроэнергии, насосы сами отключаются. В свою очередь, перебои с электричеством связаны с незаконными подключениями и большими нагрузками на изношенные линии электросети. Насосные станции питаются электроэнергией от наших сетей. Когда у нас получаются сбои или аварийные отключения какие-либо, это влияет на водоснабжение города в том числе тоже. В основном все перебои у нас возникают из-за перегрузов подстанционных, что вынуждает нас отключать. Но мы намеренно не отключаем линии водоканала, если не произойдет никаких аварийных отключений на водоканальной системе. Специалисты надеются, что проливные дожди помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. Эсма Гуланзе, Инна Лагухава, Абхазское телевидение. 2021 год для туризма начался отлично, заявили в Министерстве туризма Республики Абхазия. Загрузка номерного фонда Абхазии в сравнении с январем 2020 года оказалась значительно выше. Средний показатель загруженности гостиниц и отелей, которые имели соответствующие условия для принятия и размещения гостей и предоставляли услуги в период новогодних праздников, в Гагарском районе составил 65%, в Сухуми 80%, в Новом Афоне 70%. Как показали новогодние дни, туристы отдали предпочтение столице Абхазии. Туристы выбирали объекты размещения для отдыха по следующим критериям: питание, подогреваемый бассейн, новогодняя программа, экскурсионное обслуживание, расположение отеля. Внимание туристов привлекли и достопримечательности Восточной Абхазии, в том числе Кындыкский минеральный источник, ущелье Ассир в поселке Черниговка, поселок Акармара, Ткварчалские водопады. Почти в 2 раза превысила прошлогодние показатели посещаемость Ритинского реликтового национального парка. В первую новогоднюю декаду 2020 года Рицу посетили 9269 человек. Объем оказанных платных услуг составил 3 миллиона 62 150 рублей. В 2021 году уже 18 161 человек. Объем оказанных платных услуг 6 миллионов 54 100 рублей. Новоафонскую пещеру в дни новогодних праздников в 2020 году посетили 5568 человек. Объем оказанных платных услуг составил 2 миллиона 784 тысячи. В этом году пещеру посетили 10 737 экскурсантов. Объем оказанных платных услуг составил 5 миллионов 368 500 рублей. А сейчас о погоде. По сообщению синоптиков, во вторник в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.